Дорогу молодым – это основной принцип, которому будут придерживаться члены специальной комиссии. Она будет избирать директоров школ на 5 лет, так же, как и ректоров вуза. Многим директорам по 70-80 лет, и они не хотят покидать свое кресло до конца своей жизни. Нет никаких обновлений. Хорошая новость заключается в том, что многие директора, заведующие садбаши, уже сами звонят и говорят, что они по своему желанию не хотят проходить аттестацию, и чтобы их уже проводили на пенсию. Так сказать, начался естественный процесс. Теперь это все надо юридически, на законном уровне все сделать. По словам эксперта Кенешбека Сайназарова, такая система правильная. Даже если директор школы будет избран на 5 лет, возможно, появятся какие-то обстоятельства, из-за которых он может покинуть должность, не доходя до 5 лет. В любом случае, это хорошо. Факторы оценки выбора директора должны быть чистыми, открытыми и объективными. Мне кажется, нужно все равно оставить какую-то возможность. Если, допустим, директор одной школы очень хорошо добился хороших успехов на первый срок, на 5 лет, тогда ему должно быть дано еще возможность остаться. Мы должны смотреть на то, как мировая практика решает такие вопросы. По мнению гражданского активиста Нурсултана Кубанова, один из оптимальных выходов из такой ситуации является создание попечительского совета, состоящий из учителей и родителей. Они будут избирать директора. Я считаю, что каждая школа, она должна сама принимать решение, то есть кого они хотят видеть в качестве директора школ. То есть это родители плюс учителя создают такой совет попечительский из 12 человек, и они избирают директора школ, и они сами принимают решения, сами утверждают бюджет. Только в таком случае будет прозрачность. По словам министра образования и науки Бишналиева, если механизм избрания директоров не будет введен, то министерство будет разрабатывать другой механизм по оценочным критериям отстранения директоров. Аджана Манова, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.